Талай – владелец питомника для собак. Здесь живут 7 взрослых и около 10 маленьких щенков породы кыргызский волкодав и алабай. Между тем, как признается мужчина, разведением питомцев занимается вовсе не ради выгоды, а скорее для души. К бережному обращению с животными Талай приучает и сына, потому вдвоем с ребенком кормят собак, ухаживают за ними и, конечно же, играют со своими четвероногими друзьями. Разведением собак занимаюсь несколько лет. Тут есть собаки из Иссык-Кульской, Баткенской, Джалалабадской областей. В месячном возрасте они весят около 2-3 килограммов. С возрастом вес доходит и до 60. Но при этом они очень активные и подвижные. Все очень добрые и умные. С ними, конечно, нужно заниматься, дрессировать. Учить их командам, чтобы понимали, что можно, а что нельзя. Но в целом они всех любят. С каждым готовы играть. Только меня боятся, потому что я иногда и прикрикнуть могу. В целях воспитания. Каждая собака со своей богатой родословной. Старшие – победители различных конкурсов и призеры многочисленных выставок. Младшим такие успехи только предстоят. Пока же у них особый режим питания. 4 раза в день Талай с сыном кормят щенят специально приготовленной кашей. И обязательно воспитывают, чтобы и дома охраняли, но и слишком агрессивными тоже не были. Большие собаки к еде уже непривередливые. Им я варю требуху, кормлю 1 раз в день. А вот с маленькими посложнее. Там специальная каша нужна, на бульоне из требухи с сечкой. 4 раза в день едят. Слишком жирные нельзя. Маленькие же еще, организм не окрепший. А вот кефир любят. Хорошие собаки. Хочется, чтобы и с хозяевами повезло, чтобы также о них заботились. Большинство щенят из этого питомника скоро отправятся в новые дома. У них уже появились новые хозяева, которые с нетерпением ждут в своей семье маленького четвероногого друга. Как говорит Талай, за все время, сколько занимается разведением собак, расставаться с любимцами так и не научился. За адаптацию каждого в новой семье переживает как за собственного ребенка. Порода кыргыз-добёт выведена специально для нашего региона. Они участвуют в собачьих боях, помогают на пастбищах и обеспечивают самую надежную охрану дома. Кроме того, эти ребята – главный символ предстоящего года. И если судить по ним, то наступающий 2018 обязательно будет активным, веселым, дружелюбным и очень-очень добрым. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.